Вот. Что касается таджиков. Таджикский народ – это один из древнейших народов мира. У него очень самобытная история. Это ираноязычный народ. Надо сказать, что у них действительно культура очень своеобразная, интересная. И вот я, будучи как историком, кандидатом исторических наук, я обучаю студентов, и я их прошу выучить одно стихотворение. Я здесь, если что. Да? Хорошо, очень приятно. Культурологию, да. Правда, в УГНТУ, да? Да. Очень приятно, спасибо. Так вот, студентов я прошу выучить строки знаменитого, кто говорит таджикского, кто говорит узбекского, кто говорит туркменского, кто говорит персидского, Авиценна Ибн Сина. Такие строчки, можно я прочту, потому что они настолько актуальны, хотя они написаны в XII веке. Ты к дружбе с каждым встречным не стремись, и тайн не поверяй, кому попало. Гони лжеца, пройдухи сторонись, иначе повредишь себе немало. И воле подлеца не покорись, не превышай дозволенного мера. Запятнаешь честь, как не винись, слезам не будет веры. Вот это вот настолько трогательные строчки. Вы знаете, вот действительно, Омар Хайям – это один из гениальнейших людей мира. Почему? Потому что, вы правильно сказали, 400 лет врачевала вся Европа по именно его книгам. Но наука шла вперед, и уже те, как говорится, как бы народные методы, они немножко канули, ушли в сторону. И вы сами знаете, 19-20 век – это век прогресса, когда уже люди уже на медикаментозное перешли лечение, и вот это как бы кануло в лето. Но не очень приятно, что вы возрождаете вот это народное целительство. Почему? Потому что оно, я бы не сказала, что прям актуально, оно, наверное, лечит в первую очередь душу и человеческое отношение. Вот именно что нам в современном мире не хватает? Порой простого человеческого общения. А вот как раз Авиценна приучал людей к общению, то есть доброжелательному отношению, как европейцы говорят, толерантному отношению. Хотя мы жители с вами бывшего Советского Союза, и о том, что такое дружба народов, особенно тем людям, которые здесь сидят пожилые, здесь, наверное, вы в курсе, что нам об этом говорить не надо. Я очень рада, что вы к нам приехали именно в Республику Башкортостан, потому что у нас здесь действительно таджикская диаспора, несмотря на то, что по численности где-то около 5000, да, официально, но на самом деле в несколько раз больше таджиков. Мне очень приятно, что вот Российский университет кооперации, я имею в виду филиал, который здесь находится в Башкирии, заключил договор непосредственно с таджикской диаспорой. И те студенты, которые будут, вернее, абитуриенты, которые будут приезжать к нам в республику, они будут в дальнейшем обучаться к нам, то есть поступать и будут обучаться. Это же очень здорово. Да. Им содействовать, чтобы больше, да, приехали студенты, учились. Да, где есть такая возможность. Поэтому я очень рада. Но я еще бы хотела сказать, что вот знаете, вот буквально месяц тому назад я очень сильно хотела познакомиться с интересным человеком, Михаилом Викторовичем, поскольку мне нужно было с ним как-то общаться, потому что я о нем так наслышана много. И надо же судьба. Вот посмотрите, как человеческое слово, как мысли. Вот надо же, вот я с ним рядом сейчас сижу. Это вот, не у меня верится. просто слов нет. Это вот настолько... Так что вам повезло. Всегда хорошо, но время не умеет учиться. Да, совершенно верно. Вот такой-то, я всегда Поэтому, говорю. мы очень рады, что вы к нам приехали. Я надеюсь, что на дальнейшее сотрудничество, в том числе и с нашим вузом, может быть, действительно, вот как вы правильно сказали, то, что вы поездите по вузу. Как вы организуете, мы готовы. Да, мы только за. Да. Большое вам спасибо.